Салам алейкум, дорогие подписчики. Это в границе, это между Ирак и Иран. Мы это ехали 2001 год на автобус через вот это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Туркмения, Иран, Иран, Ирак. А в границе это, мы иранский понимаем, в Иране это не нуждались, это переводчика. А в Узбекистан, это Туркмения на русский, они как тоже, я не нуждалась нигде. А вот это между Ирак и Иран, я уже, это они мне вызывали. Как они вызывали? Пришла одна женщина, она с моей мамой подружила. Она говорит: "У меня беда. Это скажи своей дочери, что она как это, ну, переводила, перевод сделала, помогла мне переводом". Потом я пошла, в офис зашли, я поздоровалась. Ирак, он стоял, им поздоровался. Он видел, что когда они видят, что женщина арабский разговаривает, чисто арабский, они очень это уважают, этой женщины, да, арабских стран. Он стоял, говорит: "Что случилось?" Я говорю: "Вот у них это беда, это почему это не разрешаете это пересечь границу?" Он говорит: "Нет, такое, такое". Потом он как это взял, печать ставил. Еще он с нами вышел из кофе. Он говорит: "Я хочу предлагать вам кофе". Я сказала: "Кофе я не люблю". Он говорит: "Это курицу, табака что-нибудь угостить". "Как это мы гости?" Говорит: "Это просто это не отпускаем". А эта женщина говорит: "Что он говорит?" Я говорю: "Он говорит, это дай свой адрес, я хочу тебе свататься, ты мне не понравилась". А она говорит: "Давай, давай адрес, давай". Я говорю: "Нет, это не то". Я пошутила, говорю: "Он это не сватает меня". Он говорит: "Кофе это хочу угостить тебя и вот твоя, и тебя, и меня", говорит эта женщина. Говорит: "А почему ты не хочешь?" Я говорю: "Кофе я не люблю". Она говорит: "Я люблю". Я говорю: "Да успокойся", говорю. А, говорит, табака еще приглашает. Да пусть пока собаку принесет это нам автобус. Потом они принесли нам это в автобусе табаку, все это. Ну, как это, курицу готовую. Мы вышли из офиса, а там еще сидят, вот так сидят, наши пассажиры из Таджикистана. А это араб говорит, иракец, что это переведи, что это, ну, вот это ваши люди, пусть они разделят по автобусам по 2-3 человека, да, это граница, это Саудовский Аравия, переедете, потом они вас это сообщим, они автобус отправляют, сразу ехать, как это, другой автобус пересядет и поедет дальше. Я переводила, это помогала, они все такие смотрят на меня. Это наша землячка, она арабский знает, ой, как здорово. Они потом, когда переводят, они говорят: "Сестра, сестра, откуда вы знаете арабский язык?" Говорю: "Тш, отойдите", говорю, "я вам сейчас объясню". Говорит: "Какой молодец, какой вы это большой молодец. Спасибо". Вот так они говорят: Рахмат апа, что вы это помогли". Я говорю: "Конечно, говорю, это для чего я учил арабский язык? Что вот ради Аллаха где-то помогу кого-то, правильно?" Также мы переехали границу, это Саудовской Аравии, а там еще понадобился это перевод. Своим таджикам я помогла, чеченцам помогла и дагестанку помогла. Таджикам как помогла? Таджик, это у него это машина была проблема, это бак надо освободить от этого бензин и заправить это их бензином. Он говорит: кто-нибудь знает арабский язык, это помогите, пожалуйста. Братья, говорит, а наш шофер говорит: "Это братья не знаю, а сестра у нас знает арабский язык". Сестра, и тем более, говорит, позовите ее. Потом я пошла, переводила, а они говорят: "Давай заходим это офис". Я говорю: "Здесь женщине нельзя это заходить в офис". "Как?" говорит, "эта женщина, они к не уважают". Я говорю: "Сейчас заходим", говорю, "они выгоняют сейчас". Пришел араб и: "Давайте выйди, вон". Я говорю: "Я же вам сказала, что женщина не имеет права зайти здесь, это в офис". "Какой ужас!" говорит мои, ну, земляки таджики. "Как женщина это не имеет права?" Я говорю: "Здесь свои правила, исламская страна, женщина не имеет права зайти". Открытое лицо. Я же открытое лицо. Если было закрыто, я могла бы зайти и спрашивать. А вот открыто. Даже я говорю: "Смотрите на него". Он даже на меня глазами не смотрит. Вот так внизу он смотрит, разговаривает. "Ты кто?" говорит, женщина среди них находится. Я говорю: "Я переводчик", говорю, "я это работаю, ну, помогу им", говорю. "Я не работаю переводчиком, не платно приехала. Ради Аллаха, говорю, я помогу им", говорю. "Мы же мусульмане, мы должны помочь друг другу". Он говорит: "Хорошо". Потом он объяснил, я ему объяснила. Он говорит: "Какой вы молодец!" Говорю: "Как вас зовут?" Я говорю: "Фируза". Он говорит: "Моя дочка тоже Фируза зовут". Разрешаю, э, прошу ее, что тоже она пошла училась, говорит, это иностранных языков. Вот, говорит, как пригодится, говорит, иностранных языков. Я говорю: "Да". А вот это чеченец, как и помогла чеченец. Чеченец, это их автобус стоял до нашего автобуса, а наш автобус следом за ними стоял. А мы уже все документы мы заполняли, они бумагу дали, такие большие бумаги, на большая бумага, весь группу мы должны заполнять, маленькая бумага, кто это семья, приехали, ну как, двое, трое по семье, да, это э, отдельно, индивидуально, а вот большой. Я объяснила своим мальчикам, они заполняли.
А этот чеченец, который автобус у них это до нас стоял, он говорит: "А кто-нибудь знает это арабский, пожалуйста, чтобы знал русский еще?" А наши это братья-таджики говорят: "Мы знаем, у нас есть одна переводчик, но не знаем, что она знает ли она русский или не знает". Потом, таджики мне говорят: "Сестра, говорит, там это помощь нужна, говорит, помогите, пожалуйста, это". Я потом пришла и помогла. Сейчас еще дальше я расскажу, потому что у меня видео это минута это идет. Сейчас все продолжение расскажу, хорошо? Лайк, подписаться и поделиться не забывай, пожалуйста.